В религии ислам разделено на 4 школы масхаба. Вот, скажем, масхаб Абу Ханифа предлагает сокращать намаз, но не совмещать. А масхаб Мухаммада Идриса ибн Шафии говорит, что можно сокращать намаз и совмещать. Совмещается обеденный намаз и послеобеденный, вечерний и ночной. Но в масхабе Абу Ханифа это делать нельзя. Во-первых, человек, совершая намаз, стоит перед ликом всемогущего Творца и Повелителя. И он должен стоять как бы прикрытым. То есть он стоит перед ликом, и поэтому перед ним большая ответственность. Это подобно тому, что вы у аудиенции, у какого-то самого высокого человека, скажем, у президента нашей страны, а всемогущий Создатель, Повелитель всей Вселенной, и поэтому перед ним надо стоять открытым сердцем и чистой душой. Есть такое положение мусафир, то есть путник. Только путник имеет право совершать. И расстояние от точки до пребывания должно быть выше 80 километров. Если есть такое расстояние, то тогда можно совмещать намазы. Это обеденный совмещается с послеобеденным, и вечерний совмещается с ночным. Это в масхабе имам Шафии. А в масхабе Абу Ханифа они сокращаются, но не совмещаются. То есть, извиняюсь, что я уточняю, именно совмещение, как вот вступает обеденный, то уже можно сразу совместить обеденный, да, да. То же самое вечерний и ночной, что да. Это в школе имам Шафии. Ну, если женщина становится имамом, то она вперед не выходит, она становится посередине ряда, то есть вместе вот в ряду, в первом ряду она становится, это имам. Она, как у мужчин, вперед не выходит. Намаз таравих, если есть помещение, я имею в виду в мечети, да, для девушек, и если это небезопасно, скажем, возвращаться вечером, то есть там очень много бывает определенных условий, которые надо соблюдать. А самое лучшее, если ее совершать дома. Понимаете, слово «мусульманин» происходит от слова «иман», «ислам», то есть поклоняющийся, покорный всемогущему Создателю. А если человек этот не верит, не верит в Создателя, но не совершает намаз, понимаете, он не выполняет полностью функцию мусульманина. Первая обязанность после веры – это молитва. Если он верит и не совершает молитву, значит, выходит, он не полностью верит во всемогущего Создателя, да? У него нет уровня боязни к Творцу, чтобы совершать вовремя молитву или вообще не совершать. Такого человека можно назвать мусульманом или нет? Он мусульманин, он верит в Создателя. Ну, он мусульманин. А что он сам считает, он полноценный или неполноценный? Если, скажем, в 5-6-летнем возрасте надо призывать к молитве, а уже в 12-13 надо уже заставлять, чтобы он делал молитву. Понимаете? Здесь зависит от возраста, сколько ему лет. Ребенка, которому там 5-6 лет, нельзя заставлять держать пост. Он должен пройти определенное время, чтобы он осознал, ради чего он держит этот пост. Ради чего.
И необходимо, чтобы его сознание сопутствовало его возрасту. Если даже ребенок держит, пускай один день поддерживает, еще немного, то есть, но нельзя его заставлять, пока он достигнет